Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 74 рубля 83 копейки. Евро остановился на отметке 84 рубля 17 копеек. Покупают сегодня американскую валюту по лучшей цене Алмаз-Регионбанк за 74,10. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 74 рубля 52 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка за 83 рубля 20 копеек. Продает по лучшей цене также Совкомбанк за 83,85. Дополнительные меры государственной поддержки для семей с детьми предложил ввести глава Якутии. В рамках рабочей поездки в Москву Айсан Николаев принял участие в заседании Объединенной рабочей группы правительства страны по разработке инициатив, направленных на ускоренное развитие регионов Дальневосточного федерального округа. В обсуждении первоочередных задач участвовали представители всех федеральных министерств и ведомств, руководители регионов Дальнего Востока. Кроме инициативы о введении дополнительных мер государственной поддержки для семей при рождении первого и последующих детей, глава Якутии предложил рассмотреть возможность увеличения числа бюджетных мест в образовательных учреждениях, которые готовят кадры для отрасли здравоохранения. По его мнению, развитие социальной сферы и здравоохранения являются базовыми условиями для повышения качества жизни людей. Якутия получит дополнительное финансирование для оказания обязательной медицинской помощи. Правительство страны утвердило постановление, предусматривающее увеличение субвенций 5 регионам страны – Якутии, Камчатке, Магаданской области, Ненецкому и Чукотскому автономным округам. В следующем году эти регионы смогут дополнительно получить 6,3 миллиарда рублей, в 2023 году 6,7, в 2024 – 7 миллиардов. Источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование, которые поступают в бюджет федерального фонда. Глава Якутии Айсан Николаев поблагодарил якутян, прошедших вакцинацию. В республике, как и во многих регионах страны, за последние 3 недели наблюдается устойчивая тенденция снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Если сравнить показатели заболеваемости за последние 3 недели с показателями 3 предшествующих недель октября, количество заболевших снизилось на 14,5%. Еще одним положительным фактором в борьбе с коронавирусной инфекцией названо снижение количества тяжелых больных. Но среди лиц старше 60 лет снижение заболеваемости пока не наблюдается. Отдельно глава республики остановился на темпах прививочной кампании. В настоящее время в 3 районах республики – Алаиховском, Момском и Верхнеколымском – привито более 80% взрослого населения. По республике первым компонентом вакцины привито около 64,5% взрослого населения, вторым компонентом – 58%. Ревакцинацию прошли порядка 54 тысяч человек. Перейдем к эпидобстановке в регионе. За сутки выявлено 263 случая коронавирусной инфекции. В Якутске 116 заболевших, в Мирнинском районе 21, в Нерюнгринском 18, в Алданском и Хангаласском районах по 12 случаев, в Ленском районе 11. Еще в 20 районах республики от 1 до 9 инфицированных. За сутки лабораториями республики проведено 3892 исследования на коронавирусную инфекцию. QR-коды для переболевших COVID-19 в легкой форме могут появиться в России. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Так он отреагировал на соответствующую инициативу губернатора Амурской области Василия Орлова. Глава региона обратил внимание на то, что многие россияне переболели ковидом в легкой форме и имеют высокий титр антител. Но из-за того, что они не обращались в медицинские учреждения и не делали прививку, они не могут получить QR-код. Губернатор предложил разработать на федеральном уровне порядок, который бы позволил предоставлять и таким гражданам QR-код через портал госуслуг.
Современные автоматизированные гибридные энергокомплексы на базе дизель-солнечных электростанций введут к концу следующего года в 4 отдаленных селах Верхоянского и Момского районов республики. Вместо устаревших дизельных генераторов новое оборудование, которое снизит потребление топлива на 47%, получат более 4,5 тысяч жителей сел Хонус, Сасыр, Кулун-Элбют и Чумпук-Итыл. Система энергоснабжения модернизирует с привлечением финансирования по программе льготного кредитования Минвостокразвития для резидентов арктической зоны Российской Федерации. Общий объем инвестиций превысит 1 миллиард рублей, из которых 655 миллионов рублей выделяются на льготных условиях. Первый такой энергокомплекс ввели в поселке Улахан-Кюэль в сентябре в рамках 6-го Восточного экономического форума. Мощность электростанции составляет 1125 киловатт, включая солнечную генерацию 400 киловатт. В Ленске идет работа по переселению граждан из аварийных домов. Город лидирует среди всех региональных участников нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробности у Анны Кожевниковой. Совершенно новый современный квартал появился на въезде в Ленск. Здесь за годы реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья выросло несколько высоток. Всего в целом построено 8 домов, 2 будет сдано в ближайшее время. Также появился новый детский сад, один из самых показательных в республике. На следующий год здесь проложат асфальтированную дорогу, которая станет продолжением улицы Якутской. Развитая инфраструктура, близость к центру и, конечно же, комфортабельные квартиры. Не это ли главное для новоселов? Именно они самые требовательные критики, но для людей, проживших большую часть жизни в захолустных районах города, переехать в центр – счастье. В новом квартале в скором времени появится еще 2 дома. Застройщиком выступает Республиканское ипотечное агентство. Это их первый проект в Ленске. Пока все идет по плану. Здесь будет 132-квартирный 8-этажный дом и 68-квартирный. Срок сдачи – октябрь 2022 года. Этап 23-24 года суммарно составляет половину от всего аварийного жилфонда, который у нас признан таковым. То есть это порядка 55 тысяч квадратных метров. 17 ноября совещание при главе республики, где мы обозначили эту проблему и попросили, скажем так, перенести часть объемов с 23-24 года на 22 год. Это необходимо, чтобы успеть построить дома. 2 новеньких высотки на 168 квартир буквально за лето появились в районе центральной больницы. Их, как и большинство домов по программе переселения, возводит известная в Ленске строительная компания «Три семерки». По этапу 2021 года должны расселить 570 жилых помещений. По этапу 2020 из 297 в квартиры в новостройках заедет 194 семьи, а компенсацию уже получили 103. За аварийное жилье стоимость квадратного метра не выше 52 тысяч рублей, тогда как стоимость нового около 89 тысяч за квадрат. То есть жилье, которое получают люди в новом доме, оно стоит гораздо, конечно, выше, чем вторичное жилье, которое можно будет купить на выплату компенсации. Мы готовим мониторинг и проводим мониторинг уже 2023 года о необходимости освобождения новых площадок. Благоустройство у нас на сегодня возможно для многоэтажных домов только в центре города, поскольку есть центральная котельная, она обеспечивает круглогодичное снабжение холодной и горячей водой, централизованное водоотведение. Ближайшая стройка развернется в границах улиц Нюйской и Пролетарской за пищепромом и в районе центральной котельной, магазина «Дед Мороз» и МФЦ. Центр города в скором времени будет изменен до неузнаваемости. Сегодня Ленск работает на опережение по программе переселения и занимает лидирующие позиции в Якутии. Хочется, чтобы так было и в дальнейшем. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Жертвами аварии на шоссе в Болгарии стали по меньшей мере 45 человек, рассказывает Никита Конев. Во вторник по меньшей мере 45 человек, в их числе 12 детей, погибли, когда автобус загорелся на шоссе в Западной Болгарии. Причина трагедии остается неизвестной. По словам очевидцев, машина снесла порядка 50 метров ограждения и загорелась. 7 пассажиров смогли выбраться из пылающей ловушки. Их доставили в больницу. Начато расследование. Не каждый может вынести такую картину. Это ужасает. Мы начали расследование обстоятельств трагедии. Я никогда не видел ничего подобного.
Авария произошла на шоссе Страума, примерно в 45 километрах к западу от Софии, около 2 часов ночи по местному времени. На борту находились в основном туристы из Северной Македонии. Министр иностранных дел этой страны заявил, что экскурсионная группа возвращалась в Скопье из поездки на выходные в Стамбул. Редкая рукопись Эйнштейна будет выставлена на аукционе в Париже. 54-страничный документ, написанный в 1913-14 годах, организаторы торгов планируют продать за 2-3 миллиона долларов, рассказывает Анастасия Дмитриева. Документ, написанный в соавторстве с легендарным физиком Альбертом Эйнштейном, в котором рассказывается о зарождении общей теории относительности, одном из самых заметных открытий ученого, во вторник уйдет с молотка в Париже. По данным аукционного дома «Кристис», лот, над которым Эйнштейн и его коллега и друг, швейцарский физик Мишель Бессо, работали в период с июня 1913 года по начало 1914, оценивается в 2-3 миллиона евро. Винсан Белуа, эксперт по книгам и рукописям, который проведет аукцион, сказал, что драгоценные страницы, исписанные рукой великого ученого, показывают, что даже Эйнштейн, которого часто изображают как абсолютного гения, допускал погрешности. Эйнштейн совершает ошибки в этой рукописи, и это, я думаю, делает ее в некотором смысле еще более значимой, потому что мы видим настойчивость, работу мысли, которая находилась в процессе формирования, ее ход исправляется и перенаправляется. 54-страничный документ, называемый манускриптом Эйнштейна-Бессо, является одним из 2 сохранившихся рабочих документов, в которых описано рождение теории Эйнштейна. Другие заметки хранятся в архивах Иерусалимского университета. Эйнштейн – это тот человек, который оставил после себя очень мало заметок, поэтому сам факт того, что рукопись сохранилась и попала к нам, уже делает ее абсолютно необычной. Разработанная Эйнштейном между 1907 и 1915 годами общая теория относительности утверждает, что гравитационные эффекты обусловлены деформацией пространства и времени, которая может быть вызвана, в частности, присутствием большого количества массы и энергии. Первая леди США Джилл Байден в понедельник встретила в Белом доме будущую рождественскую елку. 6-метровую пихту привезли прямиком из Северной Каролины, рассказывает Артем Сторонов. 6-метровая пихта Фразера прибыла в понедельник в Вашингтон прямиком из Северной Каролины. Будущее главное рождественское украшение привезли на открытой повозке, запряженной 2 лошадьми. Новогоднюю красавицу под оптимистичную музыку по традиции в Белом доме встречала первая леди США Джилл Байден. Она осмотрела дерево и сказала, что оно очень красивое, просто потрясающее. Вместе с супругой президента США к приезду елки во дворе собрались и другие обитатели Белого дома с детьми. Последних, правда, гораздо больше заинтересовали животные, чем само дерево. По традиции, зародившейся еще во времена правления президента Дуайта Эйзенхауэра в 50-х годах прошлого века, рождественская ель будет установлена в голубой комнате на 1-м этаже Белого дома. 5 малайских медведей из голландского зоопарка Бургерс Zoo получили в подарок самую красивую тыкву Нидерландов по версии голландского чемпионата по выращиванию тыкв. Гигантский овощ весом более 635 килограмм и окружностью более 4,5 метров сразу привлек внимание животных. На кадрах можно увидеть, как звери кусают, облизывают тыкву, отрывают от нее кусочки, а также взбираются на овощ сверху и внутрь его. Нидерландскую красотку вырастил фермер Герьян Путенштейн в городе Везеп. Затем овощ привезли в местный ресторан, где он простоял какое-то время. Чтобы тыква не сгнила на глазах у посетителей, ее отправили в зоопарк на радость четвероногим подопечным. Вернемся к новостям нашего региона. Благодаря реализации проекта «Пушкинская карта» на территории Якутии учреждения культуры заработали более 3 миллионов рублей. Напомним, данный проект начал работать в республике с сентября этого года. В число участников программы вошли театры, музеи и другие учреждения культуры. Лидерами данной программы стали в столице региона театр оперы и балета, русский драмтеатр и Национальный художественный музей. Как сообщил министр культуры региона
Юрий Куприянов. Число участников программы до конца этого года будет увеличено. А программа «Пушкинская карта» будет реализована и в районах Якутии. Напомним, целью проекта «Пушкинская карта» является приобщение молодежи к культуре. Так, данной картой могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет. Им необходимо оформить виртуальную карту Почта банка, куда после регистрации через госуслуги будет падать 3000 рублей. Эти деньги можно потратить только в музеях, библиотеках, концертных залах и театрах. Сегодня можем говорить о том, уже более 3000 билетов в Республике Саха-Якутия по Пушкинской карте наше молодое поколение с 14 до 23 лет приобрело и пришло к нам в гости. До конца года ожидаем его покрытия вдвойне, поскольку декабрь – самый насыщенный месяц, когда дети навстречу идут. Мы сегодня подключили почти все наши основные учреждения, музеи и театры. Осталось несколько музейных учреждений, которые дорабатывают как бы билетную кассу. Мы год закроем. Год, можем сказать, был тестовый, да, с сентября до декабря. 3000 рублей получает гражданин Российской Федерации, который ему исполнилось 14 лет и еще не исполнилось 23 года. Эти 3000 он может потратить на оснащение своего культурного багажа. Это вообще позитивное такое направление. Следующий год, уже 2022 год, эта сумма будет увеличена до 5000 рублей. В этом году десятилетний юбилей отмечает самый инновационный и передовой проект региональных властей «Технопарк Якутия». Сегодня он имеет статус регионального оператора фонда Сколково и входит в десятку лучших технопарков России. Более подробно, с каким показателем встречает свой юбилей технопарк и о самых важных моментах становления этого крупного бизнес-проекта, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Сегодня в инфраструктурный комплекс технопарка входят биотехнологическая лаборатория, региональный центр инжиниринга, парк высоких технологий IT-парк и филиал в городе Нерюнгри. С момента их создания количество резидентов выросло в разы. У нас, сейчас более 170 резидентов в технопарке. Выручка достигла 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Это прогнозно, за этот год мы прогнозируем, будет такая выручка. Через нас прошло более 700 заявок на резидентство. Ежегодно резиденты технопарка представляют ряд инновационных проектов, которые не только облегчают жизнь людей, но и синхронизируют новые технологии в общество. Все это, конечно, проходит благодаря мощной поддержке руководства парка. Технопарк Якутия, да, и в частности IT-парк, это прежде всего, конечно, площадка для общения людей. Мы здесь начали вариться в собственном соку, скажем так, когда много айтишников, много людей, которые делают свой бизнес, и много людей, которые делают новые продукты, инновационные продукты, сталкиваются друг с другом. Это начиналось еще на Дзержинского 76, мы начали вместе собираться, и это основная, на самом деле, как я вижу, действительная ценность того, что делает технопарк Якутия. И делает это он с помощью, конечно, определенных инструментов. Помимо рекламы и продвижения их на большой рынок, поддержку резиденты технопарка получают и здесь, на месте. Резидентам парка дается на льготных условиях помещения, также бесплатный интернет, электричество и предоставляются услуги еще сервисных компаний. Тоже можно арендовать на льготных условиях компьютерную технику, мебель. Основные направления их работы – информационные технологии, энергоресурсосбережение и энергоэффективность, и био, агробио и биомедицинские технологии, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Так, в первом полугодии 2021 года компании привлекли 60 миллионов рублей инвестиций, создали 334 рабочих места. Общая выручка резидентов технопарка и IT-парка составила 729 миллионов рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Встречая юбилейную дату, руководство технопарка планирует расширить свою сеть и открыть в следующем году ряд IT-проектов и IT-центров в районах республики. Это Верхоянский, это у нас Оленёкский, Татинский, Кобейский, так, и Алекминский, по-моему, еще.
Это связано с тем, что спрос среди жителей региона в сфере IT-разработок растет в геометрической прогрессии. Не только среди молодежи, но и среди детей школьного возраста. Вместе с этим это даст возможность организовать ряд новых рабочих мест. В этот юбилейный год планов у руководства технопарка много. И одна из них – это развитие инновационной экосистемы в регионе, чтобы к 2024 году стать инновационно-технологическим центром-лидером на всем Дальнем Востоке, который обеспечит комплексную поддержку высокотехнологичных проектов и компаний. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Якутия бьет рекорды по киносборам. В текущем году якутские кинокартины побили рекорд до пандемийного 2019 года, собрав более 56 миллионов рублей. В 2019-м вышло 6 киноновинок якутских режиссеров, сборы которых достигли 44 миллионов. За неполный 2021 год 12 новых картин якутского производства на больших экранах посмотрели 184 тысячи зрителей. В Якутии будут комплексно развивать внутренний и въездной туризм. Глава республики Айсен Николаев и генеральный директор корпорации «Туризм РФ» Сергей Суханов подписали соглашение по развитию туристической инфраструктуры региона. Для реализации этого потенциала государством предусмотрена поддержка частных инвесторов. Возможности софинансирования проектов заложены в инвестиционную программу корпорации «Туризм РФ». Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок. Конечной целью сотрудничества должен стать качественный и конкурентоспособный на российском и международном рынках туристский продукт и комфортные условия для отдыха в регионе. 3 туристических маршрута по республике вошли в топ-10 программ в народном голосовании всероссийского проекта «Открой свою Россию». Так, на сайте загоризонт.ми программа собрала более 3000 голосов, уступив лишь турмаршрутам Ленинградской и Орловской области. Организаторы тура предлагают путешественникам познакомиться с шаманами, мамонтами и бизонами, а также с самим севером. На 6-й строке расположилась программа «Тайны Северной Шамбалы. Путешествие на священные горы Киселяхи». На 10-й «Дыхание Северной Земли. Путешествие на полюс холода». Отмечается, что результаты народного голосования станут одним из критериев, позволяющих определить победителей конкурса. Финальное решение сделает конкурсная комиссия под председательством вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. В Якутии открыт доступ к электронной генеалогической базе. Используя ее, теперь каждый может возродить достоверную память о своем семейном роде. Оцифровал документы Национальный архив республики, где они хранились раньше. Это посемейные списки якутян, живших в разных наслегах Якутской области. Электронный архив доступен на сайте Национальной библиотеки. Как пользоваться этим архивом и какие данные о предках можно там найти – сюжет Ульяны Шагиной. Если раньше, чтобы найти свою родословную, нужно было сидеть таким вот образом, перебирая огромное количество документов и книг, то сегодня работать стало намного легче, потому что все эти данные перенесены в электронный вариант. Отсканированные и помещенные в электронный вариант документы – это списки так называемых поселенных книг или же посемейных списков жителей Якутии 20-х годов прошлого века. Точнее, здесь представлены фамилии, а также другие данные семей с 1926 по 28 годы. Для музейного работника Анны Варламовой работать с архивом – привычное дело. Но данные о своих предках она поднимает впервые. Пришла поинтересоваться и узнать свой род. Пришла именно в библиотеку, чтобы было проще сориентироваться, так как есть некоторые сложности, как, наверное, и у многих. Такое запутанное, скажем, немножко дело. Потому что ныне, который Мегино-Кангаласский улус, он раньше назывался по-другому. И те деревни, которые входили в состав этого улуса, они, видимо, как-то по-другому назывались, поэтому немножко сложно мне. Действительно, перед тем, как работать с архивом, специалисты советуют поработать с историей Якутской области. До 1937 года многие населенные пункты Якутской области носили другое название. И чтобы не потеряться в страницах, придется их уточнять.
Если человеку нужен определенный район, допустим, Мегино-Кангаласский, он может поискать посемейную книгу, которая представлены Восточно-Кангаласского улуса или же Мегинского улуса. То есть раньше делилось это, да? Да. Ага. Если человеку нужен Хангаласский улус, представитель Хангаласского улуса, он может посмотреть список Западно-Кангаласского. Поэтому для этого нужно знать, как называлось ранее административно-территориально какое-нибудь муниципальное образование, да, как мы сейчас называем улусы района, и потом уже он должен знать, как назывался населенный пункт. Поселенные книги – итог всесоюзной переписи, которая прошла в СССР в 1926 году. Она стала третьей по счету на территории страны, включая первую 1987 года еще при Российской империи. Так что в списки вошли не только фамилии якутян, но и их профессии, национальность, количество скота в хозяйстве и многое другое. Человек, который моего возраста, да, если он интересуется, он может там найти своих здравствующих дедушек, бабушек и даже прадедушек и бабушек. То есть там представлен не только один человек, да, как в метрической книге, допустим, а представлены целые семьи. Глава семьи, жена и дети. Золотой фонд метаданных документов посемейных списков в открытом доступе стал возможным благодаря совместной работе Национального архива и Национальной библиотеки региона. Всего было отсканировано и помещено в электронный вариант более 500 документов. Благодаря этой трудоемкой работе архивистов окунуться в прошлое своих предков теперь может каждый якутянин. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Остатки былого величия. Фрагменты старинного корабля вымыло из песка на пляже Риги. Подробнее Валерия Наумова. Остров древнего корабля всплыл из-под песка на пляже Ритабуле в Риге. Обломки судна местные эксперты наблюдали более года, а в прошлом августе произвели фотофиксацию. Однако тогда на поверхности земли находилась только малая часть обломков. Им может быть и 100 лет, и 200 лет, и больше. Потому что гвозди там кованые, уже море подъело, но то, что было в песке, даже железо сохраняется хорошо. По словам исследователя, остров корабля поднимут из песка и отправят на реставрацию, после чего фрагменты судна можно будет наблюдать в экспозиции местного музея. Этому фрагменту повезло, он подъемный более-менее. Там шпангоуты имеют вес по 80 килограмм, но один на нем немножко килевой больше 100 будет. Но это все можно сделать. И, скорее всего, это все будет сохранено, и история эта будет жить дальше. Можно будет его в крепости потом наблюдать. В Ритабуле регулярно обнаруживают фрагменты древних судов. В 2004 году был откопан штурвал парусного фрегата. Самой значимой находкой, по словам исследователя, считается вымытое из песка хорошо сохранившееся днище некогда дорогостоящего, а возможно и военного 200-летнего корабля. Заявки на участие в дальневосточной программе «1000 дворов» от муниципалитетов принимают до 12 декабря. Центр компетенции по вопросам городской среды подготовил методический материал, в котором указаны все критерии отбора территорий для благоустройства. Всего их разделили на 4 типа – от маленьких двориков и квартальных проездов до мини-парков. По проекту приведут в порядок более 120 дворовых территорий в Якутии. Причем не только в городах, но и сельской местности. До 1 марта пройдут все подготовительные работы, а с 1 мая по 1 ноября 2022 года начнут обустройство. Дворы преобразят комплексно. В план включены не только стандартные асфальтирование, освещение и бордюры, но также создание игровых и спортивных зон, установка малых архитектурных форм, озеленение и оснащение объектов элементами безбарьерной среды. Сейчас муниципалитеты должны подготовить заявки до 12 декабря, проработать это с жителями. Они должны показать вовлечение жителей, с ними отработать по запросам, что им нужно. И жители могут еще проголосовать на портале OneClick за выбор территории. В помощь муниципальному образованию мы разработали методическое пособие по типологии дворов. Дворы у нас делятся на 4 типа. Это средние, малые и большие. И еще есть один тип, который объединяет в себе дворы жилого квартала. Это мини-парки. А жители могут проголосовать уже сейчас. До 12 декабря муниципалитет должен подать заявку в управление архитектуры, после которого
по ранжированному списку будут отобраны эти участки. Впервые за последние 50 лет в республике обнаружили следы амурского тигра. Об этом сообщил директор по охране природы благотворительного фонда «Тигрус» Виктор Никифоров. Следы обнаружены на берегу правого притока Алдана, на юго-восточной части Якутии. Виктор Никифоров уточнил, что заход тигра в республику стал результатом реализации проекта «Северный тигр» в Хабаровском крае, где фонд выделяет средства на поддержание самой северной группировки амурского тигра в мире в Ванюйском национальном парке. Для Якутии заходы тигра – редкость. Численность их на Дальнем Востоке перевалила за 600 особей. Поэтому появление тигра в регионе – радостное событие для всех защитников животных. Известна история, когда 100 лет назад тигр зашел в Усть-Майский район, тогда на него объявили охоту, а после чучело поместили в музее в Якутске. Белая медведица Харчана отметит 5-летие 30 ноября. В честь этого сотрудники зоопарка приготовили сюрпризы не только для именинницы, но и для посетителей. Как сообщают сотрудники зоопарка, в Петербург пришли морозы, и медведице совсем не хочется лезть в воду. Однако хищнице важно даже в такую пору оставаться активной и поддерживать форму. Поэтому работники идут на разные ухищрения, чтобы заманить непоседу в бассейн. В ход идут игрушки и лакомства, за которыми Харчана ныряет. 6 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых медалей. С таким результатом возвратились домой якутские самбисты с соревнований в Южно-Сахалинске. Дальневосточный турнир, посвященный Всемирному дню самбо, проходил 20 и 21 ноября. В нем приняли участие спортсмены более чем из 15 городов Дальнего Востока, это свыше 300 человек. Якутские борцы прибыли в столицу республики. Команду чемпионов встретила в аэропорту наша съемочная группа. С ребятами удалось пообщаться буквально на ходу. Среди участников победителей не только мальчишки. Этот вид спорта пользуется популярностью и среди девочек. Страшновато было немного, переживала. Так, в принципе, девочки были немного сильные. Я изначально была настроена на победу. Всего в дальневосточном турнире от города Якутска приняли участие 18 самбистов Центра единоборств. Это ребята в возрасте от 7 до 14 лет. 13 медалей призовых мест – это отличный результат, который показали наши спортсмены. Так прокомментировал исход турнира тренер якутских самбистов, президент Федерации самбо города Якутска Фархат Садыков. Своими впечатлениями от боя поделились спортсмены, соперники в более тяжелом весе. На соревнованиях я с Савелием боролись в одном весе, были соперниками, несмотря на то, что мы друзья, одноклассники и занимаемся в одном клубе. Мы сначала не отдавали друг другу баллы, но когда Данил хотел воспроизвести бросок, он взял меня на болевой и вытянул руку. То есть за минуту на вторую я не успел выйти. В итоге он занял первое место, а я третье. Планы на будущее – стать чемпионом мира по самбо и посмотреть, каково это быть на вершине. Уникальную победу одержал Владимир Находкин. Он провел 7 схваток, 7 из которых выиграл, отдав всего 2 очка соперникам. Я ожидал, что у меня будет второе, третье место, но я надеялся на первое место. План на будущее: я хочу дальше заниматься и посмотреть на свое развитие самбо. Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» в Алдане запущен полностью. Открытие бассейна спортсмены и любители плавания ждали 10 лет. Сюжет Татьяны Вахниной. Старты с вышек, заплывы на скорость и разными стилями. У юных спортсменов очередная тренировка. Мастерство ребята будут представлять на соревнованиях, и пренебрегать занятиями нельзя. Температура воды оптимальна – 27 градусов. Еще недавно школьники тренировались на суше. В бассейн они зашли пару дней назад, как только он был запущен. Дети очень рады, да, на самом деле событие очень легендарное. Наконец-то мы дождались этого момента, когда у нас бассейн открылся.
Открытие бассейна спортсмены и любители плавания ждали долго. Реконструкция спорткомплекса «Энергетик» велась в течение 10 лет. В настоящее время объявлен набор дошколят и школьников в оздоровительные и спортивные группы. Спортивные группы 7 лет набираем, а группы оздоровительного плавания 5 лет. Дети с 14 лет при наличии паспорта могут посещать бассейн самостоятельно. До 14 лет они посещают бассейн с родителями. Дети до 3 лет должны иметь специальный памперс для занятий плаванием. Сегодня «Энергетик» открыт для всех. В часы, когда нет тренировок, поплавать здесь могут любители. В первый день работы бассейн посетили более 60 человек. Предварительно гостей осматривает медицинский работник, а лица старше 18 лет обязаны предъявить QR-код. Люди пошли. В день сейчас примерно на бассейне уже около 150 человек. Ну, это вместе со спортсменами. Бассейн у спортсменов и любителей плавания сразу стал востребованным. Количество посетителей в «Энергетике» возросло. Активно идет запись и в детские спортивно-оздоровительные группы. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Между тем, линчане тоже вовсю собираются выйти погулять и повеселиться на свежем воздухе. Сегодня там идет заливка льда на крытом хоккейном корте. Также готовится к открытию и лыжная база. По словам руководителя Комитета по физической культуре и спорта, оба объекта будут готовы к работе через пару недель. Более подробно в сюжете наших коллег. Волокуши. С помощью этого специального приспособления работники спорткомитета заливают ледовую арену. Благодаря горячей воде, которая поступает в эту конструкцию, лед растапливается и становится гладким. Заливка льда осуществляется уже целую неделю. Процесс сложный, занимающий много времени. Сегодня специалисты залили несколько слоев. После заливки каждого сутки на замерзание. Наращивание первого слоя – это снег. Потом второй слой – это напрыски водой. Третий слой – это таким приспособлением, как волокуша. Наращивается слой за слоем. Для полной работоспособности льда, чтобы уже могли его посещать там массовое катание для тренировок хоккеистов. Ну, еще надо сантиметра 3-4 нарастить. Это примерно около 2 недель работы. Открытие катка линчане ждут с нетерпением. Это любимое место времяпровождения многих семей. Руководитель спорткомитета пообещал, что в начале декабря ледовая арена вновь распахнет свои двери. Ориентировочно мы в начале декабря настраиваемся, чтобы уже все открыть, быть готовыми. Если у нас эпидситуация в районе будет позволять, то, я думаю, в начале декабря уже у нас штатная работа начнется. Готовится к открытию и горнолыжная база. В течение 2 лет там проводилась модернизация. Было построено новое здание, пункта проката с кафе, проведено освещение. Закуплен и новый инвентарь. С началом зимнего сезона он, как и прежде, будет вдаваться в прокат бесплатно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. О датах и событиях сегодняшнего дня в нашей ежедневной рубрике. На календаре 24 ноября. Сегодня отмечают День моржа, День уникального таланта, День эволюции, День угощения домовых молоком. По народному календарю в этот день почитают память святого преподобного Федора Студита. В старину в этот день люди предпочитали оставаться дома. Хозяйки готовили щи и угощали ими членов семьи. Есть блюдо нужно было непременно горячим, чтобы зима была теплой. По ночному небу в этот день судили о будущем урожае грибов и ягод. Большое количество звезд говорило о щедрости природы. Чтобы не спугнуть удачу, люди заваривали чай из собранных в лесу и высушенных ягод. В 1859 году Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора» или «Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Первое издание книги расходится за 1 день. В этот день состоялось официальное учреждение в России Совета министров. 1905 год. Начало Севастопольского восстания моряков во главе с лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом. Открылась Севастопольская офицерская школа авиации. В этот день состоялось официальное открытие Московской оперетты. В этот день был принят приказ Народного комиссара просвещения РСФСР об обязательном употреблении буквы «ё» в школьном образовании.
Вышло постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей. В 1969 году США и СССР ратифицируют договор о нераспространении ядерного оружия. В этот день родились Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист, натуралист. Александр Суворов, русский полководец, генералиссимус. Грейс Дарлинг, национальная британская героиня. Дейл Карнеги родился в 1888 году, американский педагог, психолог, писатель. Гарри Кемельман, американский писатель, мастер иронического детектива. Альфред Шнитке, советский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Наталья Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Александр Масляков, советский и российский телеведущий, организатор и ведущий программы КВН. Эмир Кустурица, югославский и сербский кинорежиссер. В этот день свой 75-летний юбилей отмечает Елена Ивановна Костромина, заслуженный ветеринарный врач Якутской АССР. Также свой день рождения отмечает Варвара Дмитриевна Сыроватская, заслуженный врач Республики Саха-Якутия и России, почетный гражданин Усть-Алданского района. Именины сегодня отмечают Яков, Федор, Тимофей, Теодор, Степан, Максим, Евгений, Виктор, Афанасий, Антон, Стефания. Теперь о прогнозе погоды. Циклон с Хабаровского края настиг столицу региона и оттеснил холод на север. В Якутске мороз ослабевает. Сегодня днем ожидается минус 23, минус 25 градусов. Сейчас с нами на прямой связи наш коллега Евгений Тайтонов. Он подробнее расскажет о прогнозе погоды на эту неделю. Женя, здравствуй. Можно ли говорить, что 40-градусных морозов в эти дни не будет? Здравствуй, Кристина. Да, 40-градусных морозов нам не стоит ожидать в Якутске и юго-западной части республики вплоть до начала следующей недели. Причиной является выход мощного циклона со стороны Красноярского края на территорию республики уже в эту пятницу-субботу. Как говорят синоптики, в Якутске в эти дни ожидается 14-16 градусов мороза, что на целых 18 градусов выше нормы. И циклон помимо потепления повлечет за собой и ветреную погоду, в связи с чем мы можем и не заметить потепления. Ну, а вот в южных и западных районах республики будет намного теплее, чем в столице региона. Но радоваться такой теплой погоде нам не стоит долго радоваться такой погоде. Но, как сообщили в гидрометцентре, уже в это воскресенье зима возьмет свое и температура начнет возвращаться к норме. Кристина, у меня на этом все. Женя, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Евгений Тайтонов. Теперь расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане температура воздуха сегодня минус 23 градуса, ближе к ночи ожидается минус 29. Порывы ветра достигнут 5 метров в секунду. В Нерюнгри минус 20, ночью температура воздуха составит минус 29 градусов, ветер до 6 метров в секунду. В Ленске сегодня днем солнечно, минус 23, к ночи температура воздуха составит минус 29 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. В Алмазной столице минус 24, ночью минус 28, ветер от 3 до 6 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 23, минус 25 градусов. Ближайшей ночью ожидается минус 34, ветер от 1 до 2 метров в секунду. Давление составляет 761 миллиметр ртутного столба. У меня на этом вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.